Обезопасить экономику страны и поддержать граждан, которые сейчас могут испытывать трудности с деньгами и работой из-за санкций западных стран. Правительство России разработало пакет мер, направленный на помощь практически всем слоям населения. Про изменение предоставления социальных выплат в Чувашии по существу сегодня в студии поговорим с министром труда и социальной защиты Чувашской республики Аленой Елизаровой. Алена Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. На прошедшем Кабмине были приняты изменения по высчитыванию жилплощади для предоставления социальных мер. Что изменилось и для кого? Действительно, меры социальной поддержки не просто сохраняются, они и наращиваются, и усиливаются. И, как вы сказали, на очередном заседании Кабинета министров республики были приняты ряд решений, которые будут направлены на расширение категорий, получающих те или иные льготы. Если говорить о выплатах в отношении детей от 3 до 7 лет включительно, то здесь произошли существенные изменения. Во-первых, отмечу, это изменение норматива жилой площади, которое оценивается при рассмотрении заявления. Если ранее предельный норматив площади на одного члена семьи по жилым квартирам составлял 18 квадратных метров, то теперь он будет составлять 24 квадратных метра. Если говорить о жилых домах, то здесь вновь установленный норматив будет составлять 40 квадратных метров. Хотелось бы обратить внимание на изменения, которые произошли в правилах регистрации в качестве малоимущих семей. Площадь жилых квартир, которая учитывается в совокупности, также будет увеличена с 18 до 24, а по жилым домам с 24 до 40 квадратных метров. И также здесь, если у семьи одна квартира, то, соответственно, пропорция площади здесь не принимаются во внимание. Это тоже позволит большему количеству иметь возможность получить статус нуждающейся семьи, малоимущей семьи, с возможностью получения иных льгот, которые связаны с этим статусом, как то, например, питание для многодетных малоимущих семей в школах. Соответственно, круг лиц также будет расширен. Безусловно, те граждане, которым ранее не могли получать по этому ограничению, они сейчас смогут получить данную форму поддержки. Второе ключевое изменение – это изменение коснулось тех доходов, которые учитываются при принятии решения. В частности, речь идет о тех доходах, которые семья получила в виде целевой поддержки на приобретение жилого дома или квартиры, на ремонт жилого дома или квартиры в рамках целевых программ государственной поддержки. Речь идет также о доходах, которые получила семья в виде льготной поддержки на приобретение автомототранспорта, в виде материнского капитала, которые могли направить на приобретение средств реабилитации. Соответственно, суммы возвращенных налоговых вычетов, ранее, которые принимались во внимание, сейчас также не будут учитываться, и это позволит большему количеству семей получить названную выплату. Также были внесены изменения в порядок обращения за помощью на основании социального контракта. Что поменялось здесь? Он действует у нас в республике уже, по-моему, 3 года. Все верно. Какие сейчас изменения? Действительно, 3-й год успешно реализуется программа оказания помощи в рамках социального контракта. И изменения, которые приняты также правительством республики, направлены на расширение круга лиц и на упрощение процедуры. В рамках реализации принципа социального казначейства предусмотрена возможность заключить социальный контракт на основании одного заявления, если семья или одиноко проживающий малообеспеченный гражданин желает заключить социальный контракт, уже зарегистрирован в качестве малоимущего. Если такой факт уже имеет место быть, значит, он пишет одно заявление, и этого достаточно. Следующая процедура, которая коснулась ограничений. Если ранее члены семьи, в которых имелись действующий индивидуальный предприниматель или самозанятый, не имели возможности заключать социальный контракт, то сейчас это ограничение также нивелировано, что открывает доступ
для получения такой формы государственной помощи. И третье ключевое изменение, которое, безусловно, также упрощает процедуру, это возможность заключить социальный контракт, обратившись с заявлением с указанием доходов за последние 3 месяца и имущества, в том случае, если семья или одиноко проживающий малоимущий гражданин не зарегистрирован в качестве малоимущего. То есть, минуя этап регистрации, может сразу обратиться за получением именно этой формы поддержки. Есть еще одно направление социального контракта, которое условно назовем прямой финансовой поддержкой семьи. В этом направлении закреплено автоматическое увеличение этих ежемесячных выплат вместе с изменением прожиточного минимума населения. Как только он будет меняться, автоматически и размер выплат будет меняться, и, естественно, он в сторону увеличения. Ну и надо отметить, что одно из самых популярных направлений социального контракта – это открытие собственного дела, когда люди решаются найти свой путь, свою траекторию развития, чтобы выйти на самообеспеченность, работать на себя, так скажем, и получают здесь помощь до 250 тысяч рублей на самозанятость или предпринимательскую деятельность, а на ведение личного подсобного хозяйства, напомню, можно получить до 100 тысяч рублей. В сельской местности это особенно интересно. И вот в направлении собственного дела сейчас появляется дополнительная возможность к уже имеющимся расходовать полученные средства на приобретение программного оборудования, программного обеспечения, а также лицензирования. Существенные изменения в механизме социального контракта произошли и на федеральном уровне. Если гражданин потерял работу после 1 марта текущего года, либо член семьи оказался в такой ситуации, то его доходы безработного человека не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода члена семьи. Это правило будет действовать до конца текущего года. Но это исключение не распространяется на прямую финансовую поддержку. Вот таковы самые ключевые изменения. Я еще раз напоминаю телезрителям, что в связи с тем, что изменился порядок расчета по жилью, то еще больше людей могут претендовать и получить такую помощь в виде социального контракта. Также еще с апреля должны начаться выплаты на детей от 8 до 17 лет. Кто их сможет получить? На прошлой неделе глава региона подписал соответствующий указ. С 1 мая будет доступна для жителей выплата от 8 до 17 лет. Согласно указу главы республики, заявления могут быть поданы, начиная уже с 1 мая этого года, но при этом выплата будет назначаться, начиная с апреля текущего года. Получать ее смогут в отношении всех детей в этом диапазоне лет семья, которая сможет обратиться ровно так же, как через портал государственных услуг, так и в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации и через МФЦ. Единым оператором, который будет принимать решения и назначать выплаты, будет территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации. Размер выплаты будет напрямую зависеть от среднедушевого дохода члена семьи. Также в Чувашии правительством принята следующая мера поддержки для семей погибших в рамках спецоперации. Они получат дополнительную материальную помощь. Кто ее сможет получить? Согласно указу главы, семьи погибших военнослужащих получат дополнительную поддержку за счет средств бюджета республики. Помощь будет направлена непосредственно для родителей членов семьи погибших военнослужащих, супругов, которые стояли с ними в браке, для несовершеннолетних детей, детей, которые обучаются в образовательных организациях в возрасте до 23 лет. Также ее смогут получить родные братья, сестры погибших военнослужащих, но при условии, если отсутствуют те наследники, которых я перечислила ранее. Помощь будет распределяться пропорционально между членами семьи. Общий размер ее составит 1 миллион рублей. Напомню, что эта форма поддержки она будет дополнительной к тем федеральным мерам поддержки, которые уже реализуются на сегодняшний день. К их числу, безусловно, отметим единовременную выплату согласно указу президента Российской Федерации в размере 5 миллионов рублей, а также страховую выплату, которую получают члены семьи в случае гибели военнослужащих. Она составляет чуть более 7 миллионов рублей.
Но и в дополнение к ним также, безусловно, будут реализовываться системные меры поддержки членов семьи в виде пособий по случаю потери кормильца, в виде форм поддержки, направленных на летний оздоровительный отдых, на получение образования и так далее, и так далее. Таких форм поддержки достаточно много, их порядка 15. Спасибо, Алена Геннадьевна. По существу сегодня об изменениях предоставления социальных выплат в республике мы говорили с министром труда и социальной защиты Чувашии Аленой Елизаровой. До свидания.